Задержаны практически все руководители партии Исламского возрождения Таджикистана, которая вторая по численности политическая фракция в стране и насчитывает по заявлению руководства блока более 40 тысяч членов. За моей спиной находится следственный изолятор Госкомитета национальной безопасности, где они предположительно содержатся. О их судьбе ничего не известно. Генпрокуратура республики на прошлой неделе заявила, что члены фракции задержаны с целью предотвращения новых терактов и подозрению в сотрудничестве с группировкой генерала Назарзода, который якобы состоял в партии. Практически сразу после начала вооруженного мятежа партию связывали с ним, об этом говорилось по местным телеканалам, но руководство объединения отрицает это и отрицало это, и сделало заявление о том, что экс-генерал никогда не состоял в данном политическом блоке и, согласно Конституции страны, не мог вступать в ряды политических объединений. Почти все арестованные в своих интервью, взятых незадолго до сентябрьских событий, заявляли, что на них оказывается давление со стороны властей. Партию пытаются дискредитировать. Генпрокуратура наложила запрет на проведение съезда, а затем и запретила деятельность партии. Офис опечатан за нарушение противопожарной безопасности. Вот фактически последнее интервью одного из руководителей партии, который сегодня также задержан. Раз тех людей, то есть умеренных людей, представителей ислама, не дают возможности участвовать в выборе, у них будет вывод другой. Зачем мне такая партия? Зачем я буду слушать его? Не надо, я не хочу с ними. Пускай будут другие. То есть они ждут более такие решительные. Вот этого молодежь всегда везде, во всем мире молодежь всегда хочет быстрее чувствовать изменения. Еще во время проведения спецоперации в горах в социальных сетях появилось заявление, якобы сделанное мятежным генералом, в котором утверждается, что Назарзода не причастен к нападениям в Агдате и Душанбе, что это будто бы провокация властей, цель которой ликвидация бывших командиров объединенной таджикской оппозиции, отказывающихся подписать документы о закрытии исламской партии страны. До сих пор у экспертов остаются вопросы по действиям Назарзода. В частности, военнослужащие, которые хорошо знали генерала, растеряны. По их словам, Назарзода был порядочным человеком и хорошим офицером. За ним никогда никаких нарушений, злоупотреблений властью, такого не наблюдалось. Назарзода Абдухалим совершил вот такое гнусное действие. Это не делает чести ни одному офицеру. Это оперативная съемка с места ликвидации Назарзода и его боевиков. Ее транслировали государственные телеканалы на прошлой неделе, в среду. Тело и лицо генерала и его боевиков было показано крупным планом. Вероятно, чтобы ни у кого не возникло сомнений в смерти мятежника. Такова ситуация на сегодняшний день, и как она будет развиваться дальше, неизвестно.